Ремонтные работы ў аддзяленні пачаліся ў студзені. Сума работ склала каля 350 тысяч рублёў. З іх 130 бюджэтныя, іншыя асабістыя сродкі і дапамога спонсараў. Змяніліся ўмовы для пацыентаў. Пасля ремонту ў палатах будуць праходзіць лячэнне да 5 чалавек. Змены адбыліся і ў кабінетах медыкаў. Значная частка пацыентаў, якія трапляюць у аддзяленне, патрабуюць неадкладнай медыцынскай дапамогі. Гэта пацярпелыя ў ДТЗ з крымінальнымі траўмамі, ахвяры падзення з вышыні. Толькі за мінулы год у аддзяленні оказали допомогу звыш 870 пациентам и провели каля 5000 операций. З их звыш 125 высокотехнологичных. Основной объем работы – это дегенеративные заболевания позвоночника. Что касаемо болезней, делается операция по поводу грыж диска межпозвонковых, дегенеративных стенозов. Ну и немаловажный тоже большой объем работы – это травма центральной нервной системы, в частности черепно-мозговая травма. Головной, спинной мозг операцию выполняем в полном объеме, который доступен в наших условиях. Внедряем большие декомпрессивные трепанации, что позволяет пациентам с тяжелой травмой, в общем-то, выживать. Плануецца, што разам з рамонтам у аддзяленні з цягам часу з'явіцца і новае высокатэхналагічнае абсталяванне. Вядомы планы по ремонтным работам у Брестской областной больницы и на наступный год. Мы надеемся, что вот этот ремонт отделения даст старт и для нас, и для управления здравоохранением приобретение нового оборудования для развития высокотехнологичных операций. Для этого надо навигационное оборудование для нейрохирургических операций, для этого надо новые микроскопы операционные. Мы надеемся, что этот ремонт будет толчком для того, чтобы нам выделили деньги для закупки этого необходимого оборудования. Следующее отделение – это отделение таракальной хирургии. Мы его буквально, наверное, с понедельника начинаем перевод пациентов на пустующие площади и ремонт отделения. И мы еще запланировали ремонт кардиологического отделения в этом году. Укоренение материально-технической базы установ оховы здоровья – одна из приоритетных задач социальной политики. Перспективы и планы наши – это сейчас идет строительство новой станции скорой помощи в Барановичах. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство нового корпуса Брестской детской областной больницы с установкой современного оборудования аппаратов КТ и МРТ. Также разрабатывается проектно-сметная документация для строительства нового медицинского комплекса в заречной части города Бреста. Безусловно, все это позволит обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь для жителей нашего региона. Зараз Брестская областная больница рыхтуецца атрымаць статус клінічнай. З 1 жніўня тут адкрыўся філіал кафедры хірургіі Гродненскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Першыя заняткі для студэнтаў і ўрачоў пачнуцца ўжо 14 кастрычніка. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».